Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на нашем очередном занятии по финансовой грамотности в нашей онлайн-школе «Как накопить свой первый миллион». И сегодня как раз хотела бы с вами поговорить на эту тему «Как накопить свой первый миллион». Я хочу поделиться с вами очень простыми, но полезными правилами, которые помогут вам накопить ваш первый миллион. В данном случае миллион – это такая условная цифра, для каждого она может быть своя. Для кого-то это 100 тысяч, для кого-то 300 тысяч, для кого-то 500, а может для кого-то миллион – это очень мало на самом деле. Все зависит от той цели, к которой вы хотите прийти. Итак, начнем. Если ваши расходы превышают доходы, то, соответственно, расходы вам нужно сократить. Самый простой способ посчитать это – завести таблицу Excel или установить мобильное приложение в свой телефон и ежедневно фиксировать свои траты. В течение месяца, если вы будете записывать все свои расходы, вы посмотрите и будете знать точную сумму ваших расходов. В следующем месяце вы уже сможете проанализировать, можно ли эту сумму уменьшить, то есть оптимизировать расходы. Еще один способ, очень простой. Просто от суммы дохода вы можете откладывать всего 10%. Это может быть и 5 тысяч, и 6 тысяч, все зависит от того, сколько денег вы зарабатываете. Если вы хотите накопить 100 тысяч за 3 месяца, тогда вам нужно откладывать примерно 33 тысячи в месяц. И чтобы это было не болезненно, естественно, для ваших текущих расходов и обязательных расходов, то есть оплата коммунальных платежей, транспортных услуг, мобильной связи, интернета и так далее, и так далее. Если вы это можете себе позволить, тогда эту цель вы достигнете в течение 3 месяцев. И таким образом можно ставить себе финансовые цели и достигать их очень просто фиксируя сумму. Проще всего научиться копить – это соблюдать финансовую дисциплину, то есть следовать четко своему финансовому плану, который вы намечаете. Обязательно фиксируйте этот финансовый план либо в таблице, либо заведите отдельную тетрадь и четко записывайте туда, сколько денег вы отложили. Когда вы начнете анализировать свой бюджет, когда вы увидите свои расходы, вы поймете, в чем именно можно себе отказать. Итак, откладывая 10% от своего дохода, вы можете открыть депозит в банке, либо откладывать на карточный счет, либо на расчетный счет. Но ни в коем случае не храните их наличными под матрасом или еще где-то. Даже небольшой процент банковского депозита позволит вам увеличить вашу сумму, и это будет плюсом к реализации вашей мечты. Самое главное, не забывайте, что вы можете получить налоговый вычет, так называемый кэшбэк от государства, который тоже может приблизить вас к вашей мечте. И сумма налогового вычета, например, за покупку квартиры, это существенный, огромный, можно сказать, вклад к реализации вашей мечты. Об этом мы говорили в наших уроках. Обязательно посмотрите и научитесь это делать, и делайте это постоянно. Действуйте по этим простым правилам, и у вас все получится. А в дополнение к нашему сегодняшнему занятию, в ссылке под видео вы найдете материалы, которые помогут вам копить деньги.